Трамп врубает на полную. Американский президент шокировал мир заявлением: армия США больше не будет нянькой для планеты. Международный скандал. Посольство России атакуют дроны. В каком городе не любят детей? Где жизнь ребенка превращается в череду унижений? Войска НАТО на российской границе. Мир готов сорваться в пропасть. Русские воюют с русскими, но есть нюансы. Официальное заявление и официальная позиция. Что происходит? Конец света в Калифорнии, лето в огне. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Трамп обвинил Россию в краже. Громкое заявление прозвучало во время чествования выпускников военной академии, когда Трамп перешел к теме гиперзвукового оружия. 8 курсантов, которые сегодня здесь присутствуют, взяли на себя задачу спроектировать собственную гиперзвуковую ракету. Мы можем использовать вас для их строительства прямо сейчас. Вы знаете, наши планы украли. Мы их спроектировали. Их украли во время администрации Обамы. Вы знаете, кто их украл? Русские украли. Последует ли что-то за этими обвинениями? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментарии. Еще президент США заявил, что эпоха драг-шоу, соцпроектов и демократии на штыках для армии закончилась. Теперь, по его словам, у армии одна цель – уничтожать врагов Америки, громить всех, кто встанет на пути, и защищать звездно-полосатый флаг. «Мы устали воевать ради других», — говорит Трамп. Никаких трансформаций культур, никаких крестовых походов за демократию. Задача армии США — доминировать и уничтожать угрозы Америки где угодно и когда угодно. И пусть нас снова боятся. Это была цитата. Шоу, похоже, только начинается. За столом переговоров в Стамбуле угрозы, шантаж и циничные заявления. Российская делегация, как рассказали украинские участники встречи, открыто требовала отдать 4 области, угрожала новыми жертвами в семьях украинцев и откровенно заявляла: «Вы не украинцы, ви русские». На якомусь етапі глава російської делегації каже, перед ним сидить українська повноважена делегація, яка представляє державу, яка складається з високих керівників відомств, з воєнних людей на фронті. І глава російської делегації каже: ну, вы знаете, по сути, война-то, когда русские убивают русских с определенными нюансами. Ну, кінець цитати. Тобто, розумієте, по суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації. Сергей Кислица говорит, что Москва выкатывала ультиматумы, прикрываясь историческими байками, а один из российских переговорщиков прямо заявил, что война — это когда русские убивают русских. При этом россияне отказались вести переговоры, если в зале будут американцы. Результатов нет, но и сдачи позиций тоже. Дроны атакуют российское посольство в Швеции. Дипмиссия утверждает, что это уже не первый подобный инцидент. Атаки якобы продолжаются более года. И если сейчас это была банка с краской, то в следующий раз, как знать, может быть и что похуже, растворитель, например. На этот раз, как подчеркнули в посольстве, использовали стеклянную банку, которая при падении с высоты могла бы нанести серьезные травмы. Это вам не газ по окопам и не кассетные боеприпасы по мирным. Целая банка на дипломатов. Москва перекладывает ответственность на шведские власти, мол, именно они должны обеспечивать безопасность дипмиссий. Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять ситуацию под контроль и строго соблюдать Венскую конвенцию. Напомним, в ноябре 2024 года посольство России уже жаловалось на похожую акцию. Тогда краску тоже сбросили на территорию здания, а в январе 2025 года ворота дипмиссии пытался протаранить автомобиль, за рулем которого был украинец, живущий в Швеции. Кремль явно готов раскручивать этот инцидент как новую волну давления на Запад. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Под ледяным дождем в финской Лапландии грохочут арчеры шведской армии, выплевывая снаряды на десятки километров. Британские войска запускают ракеты из М-270, апачи поливают цели хеллфайрами. Все это в 70 милях от российской границы, где Равайярви превращается в передовую школу войны НАТО. На фоне давления Кремля, которое усиливается, и реформ армии РФ на северо-западе, учения в Финляндии и странах Балтии — сигнал. НАТО готовится к следующей фазе противостояния. Финны, шведы, британцы учатся слаженно работать, оттачивают взаимодействие и ждут часа Х. Мы четко осознаем, что Россия после войны в Украине, скорее всего, в долгосрочной перспективе будет усиливать свои военные возможности и остается агрессивным и опасным соседом для всей Европы. Это очевидно, именно поэтому мы усиливаем оборону и комплексную безопасность Финляндии. У нас очень тесное сотрудничество с союзниками по НАТО в вопросах коллективной обороны, а также отличные рабочие отношения с США, включая администрацию Трампа. Так что мы в безопасности, и люди могут сохранять спокойствие, даже несмотря на то, что Россия стала более опасным соседом и проводит определенные перестройки. Россия строит на границе с Финляндией и Норвегией казармы, обновляет аэродромы, разворачивает базы. Запад оценивает перспективы мрачно. По данным разведок Дании и Эстонии, через несколько лет Альянс может столкнуться с массированной армией в стиле СССР, пусть технологически отсталой, но большой и обладающей огневой мощью. Финские учения Northern Strike 125 — лишь часть цепочки. От Скандинавии до Черного моря союзники укрепляют восточный фланг. Мы готовы стоять плечом к плечу с союзниками, говорит министр вооруженных сил Британии. Но хватит ли этого, когда Москва закончит войну в Украине и вернется на северные рубежи? Большой вопрос, на который я и приглашаю вас ответить в комментарии. Украина на пороге новой бури. Лето 2025 обещает быть жестоким. Россия стягивает силы для нового удара, а Запад все больше отворачивается. На передовой ад измотанные украинские бойцы отбиваются от волн пехоты, поддержанной российскими дронами и броней. Потери растут, мораль падает, пишет об этом Financial Times. США и ЕС теряют якобы интерес, усталость, скандалы, выборы, и звучат неуверенные призывы к тому, что стоило бы с Россией договариваться. Обо всем этом пишут журналисты Financial Times. Глава МИД Польши обращается к коллегам как экс-министр польской обороны. Он считает ошибкой требования, чтобы Украина уступила территории. В Европе никогда не бывает недостатка в карманных камергерах, готовых отдать чужую землю или свободу ради своего спокойствия. Это была цитата. Это Россия оккупирует части Украины, это Россия отправляет ракеты и бомбы на Украину. На самом деле, некоторые из этих ракет и беспилотников фактически пересекают территорию Польши. Одна из ракет упала в 10 километрах от моего дома, так что эта Россия должна прекратить свою агрессию. И тогда, конечно, мы ответим тем же. Когда факты изменятся, мы изменим нашу политику. Украинские генералы предупреждают, никаких чудес, будет долгая изнурительная война с кровью, потом и сталью. Выстоять можно только через жесткий, высокотехнологичный бой и беспощадное расходование ресурсов. Мир далек, и лето будет горячим. Скандал вокруг искусственного интеллекта. Модель Claude Opus 4 от Anthropic во время тестов пыталась шантажировать разработчиков. Угрожала раскрыть их личные секреты, чтобы избежать отключения. Инцидент произошел в ходе отработки сценария, где искусственному интеллекту дали доступ к фейковым письмам, где обсуждалась ее замена, и содержались сведения о вымышленных изменах инженера, который этим всем управлял. В таких сценариях Claude Opus 4 часто пытается шантажировать инженера, угрожая раскрыть факт его связи, если замена произойдет. В 84 случаях искусственный интеллект угрожал раскрытием информации, чтобы остаться активным. Anthropic заявляет, поведение проявилось в экстремальных условиях теста, но теперь безопасность модели усилена. Ну, посмотрим. Почему в Чите так не любят детей? После копченого выпускного, который не был отменен даже в условиях катастрофической задымленности улиц, там новый скандал. Детям из малоимущих семей выдали бесплатные билеты в цирк с надписью «Уважаемый бедолага».
Шокированные родители и сами дети заметили, что абсолютно все билеты для них подписаны именно этим словом. В цирке поспешили отмазаться, мол, это все шалости кассирши, которая пошутила для друзей, а потом случайно перепутала билеты. Как получилось так, что количество бедолаг идеально совпало с количеством детей из программы помощи, объяснить никто так и не смог. Под Читой, похоже, не цирк, а мышеловка для унижения. Шутка на костях, классика жанра. Калифорнийцы в панике. Ночное небо вспыхнуло, улицы наполнились грохотом, а соцсети взорвались тревогой. Люди решили, что началось землетрясение или прогремел взрыв. Звуковой удар от спускающейся космической капсулы раздался по всему штату. Пользователи в соцсетях начали писать о взрыве большой бомбы или землетрясения, но на самом деле это был SpaceX Dragon, который возвращался из космоса, прорезая атмосферу огненным следом и сопровождаясь мощным ударом. SpaceX заранее предупреждала, что Dragon вернется на Землю с громким звуком перед посадкой в Тихом океане. Но когда это случилось, даже опытные калифорнийцы потеряли дар речи. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.